Как вы знаете, с незапамятных времен человечество объединяется в группы, сообщества, общины. Далее общество организует государство, государства объединяются в альянсы. А кто же создает нашу экосистему с вами, экосистему Казатомпрома? Конечно, это люди. Это наши сотрудники десятков предприятий нашей большой производственной семьи. Сколько нас? Нас 21 тысяча. Соответственно, каждый из наших сотрудников задается вопросом: что нас объединяет? Кто мы? Чего мы достигли? Чего мы достигнем? А также очень важно, чтобы не только работники, не только сотрудники, но и сами компании несли ответственность и заботу не только о своих работниках, о своих коллегах, но и поселках, городах, находящихся вблизи наших производственных объектов. И об этом сегодня нам поведают два спикера. Это Алибек Алдангаров, главный директор HR и цифровизации Казатомпрома, и Айжан Алдабергенова, начальник управления коммуникацией и корпоративной социальной ответственности ТО СП «Катко». Пожалуйста, Айжан. Так, Айжан, пожалуйста. Представители КАТКО есть? Где ваши аплодисменты? Где ваша поддержка? Здравствуйте, коллеги. В первую очередь хочу поздравить Казатомпром с 25-летием. Я желаю компании дальнейшего развития, успешных проектов, а всем нам крепкого здоровья и безопасной работы. Я также хочу поблагодарить Казатомпром за то, что пригласили нас, КАТКО, выступить на сессии по социальной стабильности и эффективным коммуникациям, потому что нам есть чем поделиться, о чем рассказать. Наша компания тоже отметила свое 25-летие в прошлом году, и за эти 25 лет мы достигли больших результатов, став одним из самых успешных предприятий в мире по добыче урана. Мы продолжаем успешно развиваться и уверенно смотрим вперед. И основу для нашего успешного развития формирует наша миссия, видение и ценности. КАТКО известна как социально ориентированная и ответственная компания. Мы уделяем большое внимание социальной стабильности и используем различные инструменты для взаимодействия с внутренними и внешними стейкхолдерами. Говоря о внутренней социальной стабильности, хочу отметить тот факт, что КАТКО является одним из крупнейших работодателей в Сузакском районе. В нашей компании трудится около 1200 сотрудников. Дополнительно компания предоставляет сотни рабочих мест местному населению через подрядные организации. Всеми нашими успехами в КАТКО мы обязаны в первую очередь нашим людям. Они наше главное достояние, поэтому мы уделяем огромное внимание развитию наших людей. Мы проводим различные тренинги, направленные на повышение их квалификации, организовываем различные языковые курсы, в первую очередь, конечно, английского языка, и 75% состава ИТР нашей компании «Свободы» изъясняется на этом иностранном языке. Вообще хочу отметить, что вся коммуникация в нашей компании ведется на 3 языках – казахском, русском и английском. Наша компания стремится создать равные условия для мужчин и женщин, и мы активно поддерживаем продвижение женщин на руководящих позициях. К примеру, 30% состава комитета директоров КАТКО составляют именно женщины. В компании успешно работает программа внутренней мобильности, когда сотрудник одного департамента может попробовать силы в другом департаменте. Также наши работники привлекаются на международные проекты УРАНО, и они получают таким образом уникальный международный опыт. В настоящее время несколько сотрудников трудятся на рудниках во Франции, в Монголии, в Узбекистане и в Канаде. В компании существует коллективный договор, который предоставляет ряд мер по оказанию материальной поддержки сотрудников. Очень важно также отмечать достижения работников. Мы ежегодно награждаем их за работу без происшествий, за выслугу лет. Мы чествуем лучших работников КАТКО.
Наряду с этим мы стараемся обеспечить комфортные условия для работы и проживания их на рудниках. То есть свободно от работы время наши сотрудники они могут сходить в спортивные залы, либо площадки, посетить кинозал, библиотеку, караоке. И корпоративная культура КАТКО строится в первую очередь на открытости и доверии. Мы регулярно проводим для этого встречи с генеральным директором, активно вовлекаем сотрудников в различные мероприятия, такие как, к примеру, День ТБ, спортивные соревнования, благотворительный марафон. Мы вместе отмечаем государственные праздники. В этом году, кстати, мы планируем отметить 25-летие нашей компании. Нургуль, пожалуйста. Спасибо. Немаловажен тот факт, что мы активно используем социальные сети как инструмент внутренних коммуникаций и социальной стабильности. Мы публикуем посты о сотрудниках и достижениях компании, и это позволяет им гордиться быть частью КАТКО. И как результат нашей деятельности в области внутренней социальной стабильности, КАТКО вошла в топ-10 компаний в Казахстане, где люди хотят работать. Что касается внешней социальной стабильности, КАТКО поддерживает тесный контакт с жителями Сузакского района и Туркестанской области. Наша социальная программа она ориентирована на проекты, оказывающие долгосрочное развитие в обществе. Это проекты по здравоохранению, образованию, спорту и развитию инфраструктуры. К примеру, мы профинансировали строительство школы, детского сада, спортивных площадок. Мы ежегодно выделяем стипендии для обучения местной молодежи. Чтобы понять ожидания и проблемы различных заинтересованных сторон, КАТКО проводит анализ стейкхолдеров, по результатам которого разрабатывается соответствующий план взаимодействия с ними. Мы встречаемся с местными жителями и рассказываем им об экологических и социальных проектах КАТКО. Мы проводим день открытых дверей на рудниках для семей сотрудников, когда они приезжают на рудник и своими глазами видят, как идет производство и какие условия компания предоставляет для сотрудников. В прошлом году мы внедрили механизм приема и рассмотрения жалоб от местных жителей по вопросам экологического и социального характера. Все эти претензии мы регистрируем в базе данных, мы их рассматриваем, а заявителю позже предоставляем ответ. И этот инструмент помогает укрепить доверие к нашей компании. О всех этих мероприятиях мы рассказываем в наших отчетах по корпоративной социальной ответственности, которые мы публикуем раз в 2 года. Также новости нашей компании публикуются в местной газете Сузакского района. Работу КАТКО в области социальной ответственности отмечают на региональном и государственном уровне. К примеру, мы заняли 2-е место в списке лучших социально ответственных предприятий Казахстана на премии «Парыз», организованной Министерством труда и социальной защиты Республики Казахстан. А Министерство информации и общественного развития Казахстана вручило КАТКО награду «Жомарт Жүрек» за вклад в социально-экономическое развитие региона. Спасибо за внимание. Спасибо, Айжан. Вы так проникновенно и вкусно рассказывали, что мне захотелось у вас работать. Телефон HR подскажете? Хорошо. Спасибо большое. Действительно, такое создается желание, возникает сразу такое желание. Спасибо большое, Айжан. Я думаю, что опыт КАТКО должен быть примером не только для группы компаний Казатомпром, да, но и для других недропользователей других отраслей. Ну и сейчас вот вы видите на сцене у нас Алибек Алдангаров, главный директор HR и цифровизации компании, который не понаслышке знает о том, что такое создавать благополучие для работников, что значит, какие у нас результаты 25 лет по заботе о людях и о возможном дальнейшем развитии данного направления. Алибек Мансурович, пожалуйста. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Баршаңызды компаниямыздың 25 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Баршаңызға жұмыстарыңызда қауіпсіз, еңбектеріңізге үлкен жетістік тілеймін. Үйдегі отбасыларыңызға денсаулық. Барларыңызды компаниямыздың 25 жылдығымен құттықтаймын. Уважаемые коллеги, для меня большая честь приветствовать вас на сегодняшнем праздничном мероприятии. Как сказал Ержан Жанабилович, цель сегодняшнего таунхолла – это подведение итогов 25 лет развития и успеха нашей с вами работы. Все вы знаете, что главный актив
нашего холдинга – это люди, это наши сотрудники. И наши работники, специалисты, все, кто трудится в атомной отрасли. И я горжусь тем, какое большое внимание компания уделяет развитию и благополучию. Как мы увидели из выступления Айжан, работа, направленная на развитие социального благосостояния работников и целых регионов, это непрерывный процесс и уже часть ДНК нашей компании. Я особенно горжусь тем, как реализуется комплексная программа благополучия работников. Мы также систематически повышаем качество медицинского обслуживания, расширяем возможности санаторно-курортного лечения, улучшаем систему питания и условия проживания производственного персонала. Мы уделяем большое внимание поддержке здорового образа жизни. Это мы регулярно проводим нашу спартакиаду, марафоны здоровья. А вчера мы с коллегами из дочерних предприятий пробежали и определенную дистанцию в поддержку предстоящего Казатомпром-марафона, который у нас приурочен к 25-летию нашей компании. Наша компания – это не только место работы, это место, где заботятся о здоровье и благополучии каждого работника в системе Казатомпром. Также особое внимание уделяется развитию наших молодых специалистов. Как вы знаете, выпускники вузов имеют возможность пройти оплачиваемую 15-месячную стажировку, и по специально разработанной для них программе обучения они обучаются в рамках своих ротаций и имеют возможность в дальнейшем трудоустроиться в системе Казатомпром. Успех программы развития молодых специалистов, программы ИСБАСАР, да, это 1044 полученные заявки только в этом году на 10 мест. Да, такое количество поданных заявок вдохновило нас на расширение этого проекта. В данный момент мы работаем над тем, чтобы иметь возможность предоставить для молодых специалистов, которые уже работают у нас в атомном холдинге, возможность участвовать в этой программе. И уникальность данной программы еще в том, что она помогает не только развивать компетенции молодых специалистов, но мы еще даем возможность усилить экспертность наставников путем передачи своих знаний. Ни для кого не секрет, что вот программа Жасуркен, программа СБСАР, наша внутренняя, да, это дало дополнительный импульс, и мы видим, что мы привлекаем лучшие молодых специалистов в наш холдинг. Да. Альбек Мансурович, можно вопрос? У меня вот сейчас такой вопрос возник. Вы говорите, так классно говорите о программе СБСАР, только молодежь там, да, участвует? Да, молодежь до 35 лет. То есть мне 46, я уже выпадаю. К сожалению, мы с вами туда уже не пройдем, но раньше у нас были все шансы. Как ловко вы ушли, вы и себя туда причислили, да? Хорошо, спасибо. Ну, придумайте для таких, как я, другую программу. Да, хорошо. Для нас есть замечательная программа наставничества. Мы можем взять под крыло молодых специалистов. И я вижу, что те наши коллеги, которые брали из программы Жасуркен молодых специалистов, потом из программы СБАСАР, они сами уже руки тянут, говорят, дайте мне молодых специалистов. А здесь я есть работать. лауреаты программы СБАСАР и Жасуркен? Кто здесь есть? Есть? А вот поднимают руки. Встаньте, пожалуйста. Какую программу представляете вы? СБАСАР вам нравится? Нравится, вот видите? Хорошо, спасибо большое. Извините, что вас прервал, но так вы очень вдохновленно рассказывали. Мне прям захотелось. Да, если бы у нас была в тот момент, когда мы с вами заканчивали университеты, была бы такая программа, нам бы очень повезло. Да? Сейчас у молодежи очень хорошие шансы, и в целом у нас молодежь сейчас очень конкурентная, грамотная, не боится перемен, открыто выдвигают свои идеи, поэтому я за нашу молодежь очень горд, и я уверен, за ними будущее. Главное, чтобы мы правильно передали им свой опыт. Вот вам сколько лет?
мне 39. Так по меркам ВОЗа вы до 44 считаетесь молодежью. Вот я до 44 считал себя молодежью, поэтому... Значит, нам нужно программу СБАСАР, подход к нему, эти критерии поменять. Я о чем и говорю. К ВОЗу понимаете? подтянем. Каждый имеет право на счастье. Но для Да. этого нам обязательно надо быть На выпускником счастье, вуза. на Это счастье, да. очередная возможность получить дополнительное образование. Отлично. Да, для нас есть отдельная программа, я вот чуть дальше расскажу о ней. Вот каждый из нас благодаря работающему социальному лифту может расти и развиваться внутри компании, внутри холдинга «Казатомпром». Например, мы успешно реализуем планы по преемственности, и, как пример, в 2020 году процент назначения из пула преемников составил 86%. Это очень крутой результат, я считаю, для нашей внутренней программы меритократии и преемственности. И я надеюсь, эти принципы, которые сейчас заложены в Казатомпроме, они дальше найдут свое продолжение в нашей компании, и это будет нашей отличительной чертой и конкурентным преимуществом. И нельзя отметить, что руководство Казатомпрома само является ярким к тому примером. Да? И если перечислить там текущий состав правления, это вот Ержан Жанабилович, да, начинал свою трудовую деятельность в атомном холдинге с должности инженера-технолога КАТКО. Доспалат Аманбекович начинал свою трудовую деятельность с должности менеджера департамента проектов ядерно-топливного цикла Казатомпроме. Оскар Алинович пришел в холдинг менеджером по маркетингу в АПАК. Камила Бахаджановна начинала свою трудовую деятельность в холдинге Казатомпром в компании «Кызылкум». Вы скучаете, Камил Бахшан? Да? Очень, да. Поэтому это живой показатель. Наверное, мы единственные, кто может этим похвастаться. И я не побоюсь этого слова. Наверное, это яркий и единственный пример в нашей стране, когда внутренний социальный лифт работает, программа пула преемников работает. И это очень круто, и это на самом деле должно очень сильно мотивировать наших молодых специалистов, что, коллеги, показывайте результаты, стремитесь. И вторая часть, что я хотел отметить, теперь мы сами должны, каждый руководитель должен помнить, что мы должны разглядеть таланты своих работников, дать им условия для развития и поддерживать их на карьерном пути. Рассказать, вот как мы сейчас обсуждали на личном примере, да, кто поверил в нас, дал нам эту возможность расти. И либо рассказывать пример, как выросли ваши подчиненные. Да. Это действительно очень крутой. И я всегда пример, который я всегда и везде рассказываю, да, потому что других аналогичных примеров я в Казахстане еще не видел. Поверьте, я вам честно скажу, я работаю с крупными производственными компаниями в Казахстане, в 90% моей деятельности связано с ними. Такого социального лифта, такого преемственного социального лифта я не видел ни в одной казахстанской компании. И вы вправе этим гордиться, и, наверное, вы вправе похвалить себя аплодисментами за такое. И, коллеги, меня еще особенно радует, что нам доверяют люди, и многие работники целыми династиями трудятся на наших предприятиях. Да? Так, итоги исследования Центра социального взаимодействия и коммуникаций Самрук Казны по социальной стабильности среди наших работников, да, холдинга показали положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Да. Я тоже считаю, что это очень хороший результат, с учетом того, что вы сами понимаете, у нас очень много было событий, да, и социалка в целом по стране очень сильно просела, поэтому я очень рад, что нам удалось сохранить и даже увеличить ту динамику, которая у нас была, и показать рост. Да. Наши показатели, если вот посмотреть, то они выросли по всем индексам. Это первое — вовлеченность, социальное благополучие, и третье — это социальное спокойствие. И меня очень также радует, что обстановка в атомном холдинге оценивается как благоприятная и стабильная. Да, это тоже большой результат. И здесь я хочу поблагодарить всех первых руководителей, их заместителей, всех руководителей, которые ведут эту работу. И
ведут постоянную коммуникацию с работниками, да, и мы очень много проектов совместно делаем в рамках улучшения социального благосостояния наших работников. Поэтому здесь роль первого руководителя, она очень важна. Вы являетесь ролевой моделью для всех ваших сотрудников. То, что вам удается удержать и приумножить в непростых условиях социальное благополучие наших работников и социальный климат, и еще и показывать положительную динамику роста, я бы здесь хотел, чтобы мы поаплодировали нашим первым руководителям, которые с этой работой справляются. Большое вам спасибо. Да. И, дорогие друзья, вот в конце своего выступления, там вот за 25 лет мы все вместе создали компанию равных возможностей. Мы проделали огромный путь в части заботы своих работников, в части развития и благополучия. Я горжусь тем, что мы сегодня достигли, и верю, что мы вместе с вами можем достичь еще больше и лучше результатов. Да. Для этого у нас все возможности есть. Әріптестер, назар аударып тыңдағандарыңызға алғысымды білдіремін. Көп рахмет. Келесі кездескенше. Спасибо большое, Альбек.